Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина 1, 2 и 3 марта выпускает премьеру драму «Маскарад» Михаила Лермонтова. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Владимир Гранов, город Вологда. Для Владимира Витальевича это первое сотрудничество с Русским театром Якутска. Для Русского театра это особенная постановка, ведь ровно 50 лет назад, в 1974 году, в театре уже выпускали «Маскарад». Тогда в главных ролях блистали будущие народные артисты РСФСР Валентин Антонов и Нина Константинова. В роли Нины дебютировала будущая народная артистка Якутии Александра Антюхова. Сегодня у нас в гостях исполнитель главной роли Евгения Арбенина, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Илья Данилевский и режиссер спектакля «Маскарад» Владимир Гранов. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Премьера «Маскарад» состоится уже вот-вот, 1, 2, 3 марта. В чем будет особенность этого спектакля или, можно так сказать, изюминка? Вы знаете, трудно сказать, в чем будет изюминка на торте или вишенка на торте в этом спектакле, но нам бы хотелось сделать, чтобы спектакль был искренний и по той проблеме, о которой я его как раз и ставлю, этот спектакль, потому что проблема человеческой гордыни, человеческого эго, которое может убить другого человека, она во все времена была, есть и будет, потому что мы люди, мы все разные, и вот меня вот эта тема очень сильно волновала. Не мистика, которой у Лермонтова очень много, там даже имена, фамилии, они все связаны с какими-то вот мистическими историями. Я это все убрал и оставил только вот то человеческое, которое присуще и близко и понятно нам. Сложно было вообще вжиться в роль? Сложно до сих пор. Я, наверное, даже не знаю, сколько времени понадобится для того, чтобы полноценно, уже комфортно чувствовать себя в этом образе. Но так закалялась сталь, мне кажется, и для артиста это огромная удача и невероятное счастье попробовать себя именно в такой роли. Ну, действительно, надо отметить, что в 1974 году, да, главную мужскую роль, да, Евгения Арбенина играл будущий народный артист Валентин Дмитриевич Антонов. Да, ему даже поставлен памятник. Вот накладывает ли это какую-то толику ответственности? Ну, несомненно, конечно, мы всегда оглядываемся и берем пример с тех великих артистов, с которыми еще и повезло поработать на одной сцене. Поэтому Валентин Дмитриевич, он ведь не только народный артист, он еще и мой педагог. И, конечно, когда ты выходишь на подмостки, служишь театру и понимаешь, что когда-то, 50 лет назад, именно здесь, вот на этой сцене, твой педагог также блистал, надеюсь, в этой роли, то, по крайней мере, не сделать хуже. Есть такие мысли. Но и радость, счастье от того, что история, она повторяется, и такие пьесы, как пьеса «Маскарад», они по-прежнему ставятся. Но я так понимаю, разительно будет отличаться, да, если кто-то довелось кому-то увидеть? Ну, я думаю, что да, потому что, вы понимаете, нельзя делать, как вам сказать, клише какие-то, похожие спектакли, потому что каждый режиссер, берясь за какую-то постановку, он все равно свое кино какое-то снимает. Зачем дубль делать? Маскарадов-то на самом деле очень много поставлено было на протяжении всей истории развития этой пьесы. И они все очень разные. Есть киевский маскарад, который был поставлен в начале 2000-х годов, по-моему. Там вообще мистика полная. Есть маскарад Туминаса в Вахтанговском театре. Есть вот этот фильм гениальный с Мордвиновым. И даже потом говорили, что вот в стране больше нет такого артиста, который мог бы с таким темпераментом, с такой вообще эмоциональной отдачей сыграть Арбенина. А нет, артисты есть. И есть разные трактовки просто, понимаете. Есть что-то такое, о чем хочет режиссер разговаривать со зрителем. И это откладывает, конечно, и это откладывает уже отпечаток на всю постановку, на все вот это кино, которое он снимает на сцене театра. Вообще было бы странно, если бы режиссеры по всей стране копировали бы, да, поставили конечно, один и тот да. же спектакль. А если говорить вообще о пьесе, то она же с большим трудом появилась на сцене, ее могло бы и не быть. И впервые ее прямо-таки допустили чуть ли не спустя 30 лет после написания. И при жизни Лермонтова он прямо чуть ли не каждый день добивался постановки, ее постоянно отменяли и не допускали. И поэтому, если вы хотите вот
почитать и понять вообще, насколько эта пьеса важна была для Лермонтова, то там огромные полотнища текста в интернете вы Да, найдете. Свет был очень обижен на Лермонтова за эту пьесу. Очень обижен, на самом деле. Да. Ну, Владимир, расскажите, ваш опыт вот, работы с коллективом Русского драматического театра, вот, как вам вообще? Как складывается? Отношения с Взаимо- труппой, да. Не и при вообще. Илье будет Ну, я вот, да, я, сказано, наверное, может, выйду на пару минут. что очень хорошо складывается. Я вообще человек не конфликтный, и мне очень приятно работать. Я вообще люблю артистов, потому что сам вышел тоже из этого семя артистического. Поэтому мне приятно работать здесь на самом деле. Я нахожу какой-то отклик и понимание, и юмор, и иронию, и шутки. А самое главное, что я вижу, насколько люди серьезно относятся к своей профессии, насколько они ее уважают и как они развиваются в процессе репетиции. Вот что мне приятно. А бывает ли такое, что вот режиссер работает, и вот артисты вносят свои изменения в сценарий небольшие, ну, вот, и Бывает. с которым вы соглашаетесь? Бывает, конечно. Потому что у каждого режиссера своя кухня, понимаете, свой процесс. Кто-то этюдами репетирует, там, кто-то приходит и говорит, ну давайте покажите мне что-нибудь, чем удивляет артистов. У меня другой принцип. Я снимаю кино сначала. Вот у меня в голове есть кино. И в этом кино есть уже и декорации, какая-то музыка, и какие-то мизансцены и так далее. Дальше я артистов стараюсь в это кино ввести, мягко там заинтересовать и так далее. Но если вдруг артист мне предлагает что-то вдруг свое на репетиции, и если это в моем кино играет, да, я с удовольствием соглашаюсь. И... Так, мы сейчас, кажется, узнаем секрет, что же вы привнесли в пьесу. Ну, не в сейчас. пьесу, не в пьесу, в спектакль, да. Прошу прощения. Ну, вот продолжая тему кино, в кино есть пробы, да, то есть пробуется один актер на роль кого-то, да, другой. Как вы выбирали состав? Ну, вот так вот выбирал. Вообще, Смотрел и выбирал. когда Я режиссер при- впервые приезжает, Да. это очень сложно. Не Ну, я знаю. говорю, Конечно. поэтому Нет, я очень приехал, интересно. у меня был люфт несколько дней, я просто смотрел спектакли идущие. И потом мы уже с директором театра и с главным режиссером мы обсуждали распределение ролей, и они согласились с теми фамилиями, которые я назвал. Ну, то есть у вас есть, правда, какой-то образ, и вы его увидели в Вы знаете, образ спектакля есть, образ артистов, естественно, не был. Но когда вот я смотрел спектакли, я уже смотрел, ага, вот тут, значит, такой пасьянс можно разложить, актерский. Вот, и он как-то вот сходится сейчас. Это было неожиданностью? Этот пасьянс. Да, безусловно. Ну, я не считаю себя каким-то особенным эксклюзивным для театра артистом, который только один может справиться с такой работой. То есть у меня, конечно, были мысли, смогу ли я, наверное, смогу, думал, я себе говорил. Но у нас достойная труппа, и я думаю, и кроме меня нашлись бы ребята. Поэтому, да, это было неожиданно, но приятно. Мгм. Илья, а как вы думаете, вот роль Арбенина и вот ваши вот роли, которые вы уже играли, да, до этого, вот она насколько сложнее или она проще, или были еще... Это вот такой вот вопрос, Это очень трудный каверзный, вопрос, да, и конечно. на него нельзя дать однозначного ответа. Это все равно, что спрашивать, какая у вас любимая группа, любимая книга. Каждая роль интересна и сложна по-своему, но если говорить о затратах, о тех чувствах, которые ты испытываешь на сцене, о сложности, да, вообще погружения в образ и о сложности существования в этом образе, то, наверное, это вторая такая работа на моей памяти. Всего лишь вторая. Первая — это была работа в спектакле «Лавина». Написал в свое время ее Тунжер Джуджинаглу. И вот там вот я действительно выходил выжатый, как лимон после репетиции, и шел домой как, с видом чуть ли не человека, который вот сейчас пойдет и с моста спрыгнет. Очень тяжело. И в первую очередь не физически, а эмоционально. Вот роль Арбенина, она в этом плане, конечно, невероятно сложна. Постоянно держать внутри огромные клокочущие чувства, мысли. И если вот актеру такая роль досталась, то, конечно, тут либо план, либо пропал. Надо стараться на все 100%. Спасибо Ну, вам. спасибо большое. Уже с нетерпением ждем премьеры, потому Да. что очень интересно все Ну, а это наших увидеть. телезрителей приглашаем в Русский драматический театр 1, 2, 3 марта на спектакль «Маскарад». Вы наверняка получите огромное удовольствие. До новых встреч! Да, до новых встреч в эфире, дорогие друзья.